нигде, ни в каком регионе такого нету, наверное, даже не освещают телевидение, борьбу, как вот здесь. Очень приятно и работать легко. Да, и у нас уже начинаются схватки. Юлиан Григорьев в синем трико, Республика Саха-Якутия, и его соперник из Крыма Рустам Жилясов. Борьба за бронзовую награду в весовой категории до 61 килограмма. Параллельно будет идти схватка нашего Эдуарда Попова, юного спортсмена, против Айдамира Шигалугова. Два наших спортсмена, кстати, только вышли из кадетского возраста, им по 17 лет. Это говорит о том, что у нас есть резерв, да? Есть на кого надеяться. Да. Очень хорошие ребята. Они вот первый старт такой на таком серьезном турнире по юниорам. Это большое будущее. Конечно, это финал, волнительно, и будем болеть за нашего спортсмена, который, в общем-то, был очень близок к финалу, и это, конечно, для него очень большой шаг в своей спортивной карьере. Будем надеяться, что сможет он выиграть медаль и порадовать наших болельщиков, которые каждый день ходили, заполняли наш зал. Сегодня даже в третий день мы видим, что очень много болельщиков пришли, центральная трибуна у нас заполнена. И, конечно же, у телевизоров вся республика, я в этом не сомневаюсь, все болеют. Этот парень тоже воспитанник Сунтарской школы вольной борьбы, о которой мы очень много говорили все эти 3 дня. Ну и заслуженно, потому что Лев Павлов стал победителем нашего первенства, а Юлиан Григорьев вышел в малый финал и был очень близок к тому, чтобы стать еще одним финалистом. Ну, теперь все внимание к ковру. Мы тоже сегодня обсуждали, по окончании соревнований будет определять, наверное, лучших спортсменов, борцов. И фамилия Павлова, там не конкуренция. Ну, я бы еще похвалил борца из Дагестана, который боролся 86 килограммов, тоже блестящее выступление, да? И он на протяжении всех соревнований просто безупречную технику, в общем, хорошую борьбу показал, что и должны тоже отметить. Ну и, конечно, засчитывает сейчас 30 секунд борцу из Крыма, который действительно был не очень активен и близок к первому баллу Юлиан Григорьев. Этот парень уже, конечно, зарекомендовал себя и в республиканских соревнованиях, и на других турнирах. Сейчас он на пике. Хорошая. Да, 1 балл. Юлиан Григорьев зарабатывает 30 секунд до окончания первого периода. На самом деле, волнуюсь, в этом не стыдно признаться, потому что очень хочется, чтобы молодой совсем атлет все-таки выиграл медаль. Да, вчера обидно было, видно поражение, при равном счете. В полуфинале, да? Да, в полуфинале. Но он заслужил медаль, он должен быть. Ну, Жилясов очень бросковый парень. В утренней программе, в утешительных встречах 2 броска он провел в борьбе с борцом из Дагестана, да, Пункеровым, да, по-моему, он боролся, да. И на последних секундах он смог сделать бросок на 4 балла, благодаря которому и выиграл. Так что здесь еще ничего не решено. Еще 3 минуты мы смотрим, как будет идти борьба. Николай Романович Данилов в красной спортивной форме и Алексей Некрасов секундирует спортсмену, настраивают на борьбу. Ну, главное сейчас Юлиану показать свою борьбу, да, не волноваться, не слишком, в общем-то, не перегружать себя мыслями, показать все, что он умеет. Я думаю, что, в принципе, он может, должен. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Все, на этих соревнованиях последняя схватка у него должна выложиться. Да. Тем более в родных стенах обрадовать своих земляков. Бронзовая медаль — это тоже медаль. Жилясов закрылся. Жилясов, да, и в первом периоде он тоже не был активным,
очень тактику такую избрал, что он как раз надеется, видимо, на свою одну из каких-то фирменных атак, да? Да. Выжидающий у него это. Ну, в общем-то, как и ожидалось, в принципе, идет борьба. Такая вязкая, тягучая достаточно. 2 минуты остается еще бороться. Я думаю, что арбитр тоже скоро должен вмешаться и, опять же, призвать Желясова бороться активнее. Да, в принципе, можно и второй 30 секунд давать при такой борьбе. Вот он уже так и... Нет, там один боковой не согласен. Да. 30 Это секунд. устное замечание. Нет, уже 30 секунд Вы уже засчитывают, включили? да. Руководитель ковра почему-то, в общем-то, поддержал. Хотя на самом деле Юлиан был активнее и Да. боролся. Ну, некоторые судьи еще не перестроились. Они думают, если красному дали, обязательно должны быть синими. Но он же активнее с ними борется. Конечно, прям тяжело будет отыгрываться. Он и так закрылся полностью. Да, это, конечно, фаул. 1-1. И последняя минута сейчас пойдет. Юлиану надо будет уже рисковать. Он, я думаю, движение не сделал Ильяса. Он специально. Дай бал. Это специально на коле падает. Не поддержал челлендж, да, Юлиан? Не, да, он сам, он чувствует, что он 56 должен. секунд. Он должен. Не надо отдыхать. Нет, 2 балла дали. 1 балл. Вернее, 1 балл дали. Да, все верно, все верно. Им 48 секунд. Ну, боковой руководитель ковра. Руководитель ковра поддержал, да. И 38 секунд остается бороться. Юлиан, ну в мощи он точно не уступает. Снова пытается вытолкнуть за ковер соперника. Ну, сейчас второй раз уже не дадут. У нас борцы пристроились, на колени падают. Да, кто Ну, попал, да, не дали, да? да. Это тоже, на самом деле, это можно считать как уклонение от борьбы, Конечно, да? конечно. Потому что надо защищаться активнее, вставать на ноги и так далее, да? А не просто... Стоят, развернуться на ковер. Да, последние Наказываться секунды. надо. 5-4 секунды. И 2 балла, да? Ну. Балл забирает на последних секундах. Ну, как-то. Желясов. Да. 5 минут не боролся и за 30 секунд начал бороться. 3 секунды всего остается, и Желясов сейчас в выигрышной позиции. И последняя секунда. Все. Да. Рустам Желясов показал волю к победе, конечно. И в утешительных встречах он был действительно на последних секундах брал. И это, конечно, воля к победе и победа борца из Крыма. Очень жаль, конечно, что Юлиан не смог удержаться на последних секундах. Обидно, конечно. Мне кажется, немного он все-таки перегорел. А вторую схватку, полуфинал также он. Да, и счет равный. 1-1. Варварный. Обидное поражение нашего борца. Да, Ну, что тут скажешь, да. Железно 2 балла. Конечно. Даже баллы. Да, еще один борец. Айдамир Шикалуков тоже стал бронзовым призером, с чем мы поздравляем. Ну а для молодых наших ребят это будет, конечно же, опыт. 17-летние ребята. Ну, Желясов постарше будет, это